Усталость, чувство усталости. Спать хочется. Пониженное давление, а вследствие этого и общее самочувствие, которое оставляет желать лучшего. Мадина Муцольгова работает в медицинской сфере не один год, но, пытаясь помочь другим, часто забывает о собственном здоровье. Она старается выкроить время на себя хотя бы раз в год. После 40 лет диспансеризация для нее давно стала обязательной процедурой. У меня проблемы с давлением. Часто падает давление до 70 на 60, может быть, 80, по-разному как бы. И пройдусь, обследуюсь у кардиолога, направление. Еще и по неврологии чуть надо мне анализы сдать и у невролога на консультацию повторно подойти. Диспансеризация – обязательная процедура для всех, кому не безразлично собственное здоровье, при этом совершенно бесплатная. В возрасте от 18 до 39 лет она положена раз в 3 года, а уже после 40 ее желательно проходить каждый год, как в случае с Магомед Салигагиевым. Дедушка недавно променял 7-й десяток, жалуется на боль в суставах. Дедушка старается держать руку на пульсе, чтобы не усугублять состояние здоровья еще больше. Медленность, хуже, двенер медленно. Дегагезга утто двенер озада, колодец. Регистратура, картхада, масналур, шак вякав, нейролог вякав, терапевт вякав, кардиограмм вякав, масналдик хаджа. Таких, как Магомед Сали, на профосмотрах подавляющее большинство. Но эксперты призывают регулярно проходить диспансеризацию даже молодым здоровым людям. Чтобы сдать анализы и обследоваться, не нужно ждать симптомов. Главная задача таких медосмотров – как раз найти признаки заболеваний или отклонений, о которых пациент может даже не догадываться. Совместно с Минздравом такая акция у нас проходит. Проходит именно в субботу, потому что это выходной день для населения, удобно. Люди приходят активно, к 10 часам уже 200 человек прошло, по регистратуре у нас проходит все. Акция протекает для выявления социально значимых заболеваний, таких серьезных, как сердечно-сосудистые, онкология, туберкулез, такие серьезные заболевания. Но наряду с этим также мы выявляем и все основные заболевания. Диспансеризация проходит в 2 этапа. Вначале пациентам измеряют рост, вес и давление, делают флюорографию, а еще обязательно спрашивают о самочувствии, а дальше визуальный осмотр, который позволяет составить общую картину. После этого пациенты направляются к специалистам узкого профиля. Есть какие-то новые образования на коже, которые замечали? Показала. Жировиков тоже нет? Ничего. Офтальмолог, невролог, кардиолог, фтизиотерапевт, онколог. Список кабинетов, через которые должны пройти пациенты, довольно внушительный. У каждого из них свои методы и приспособления для диагностики заболеваний. Проводим обследования, такие как обследование невусов и невусоподобных образований кожи с помощью ручного дерматоскопа, общий визуальный осмотр пациентов и пальпация. Пальпаторно в основном мы осматриваем любую мягкую ткань. У нас здесь флюоромобиль размещен. Мы проводим сразу, если есть необходимость, флюорографическое обследование. Затем, значит, у нас представитель, врач-лаборант с лаборатории. Это мы делаем микроскопию мокроты на туберкулез. Забираем анализы и будем уже на нашей базе делать, у которых есть подозрение на туберкулез и могут пройти вот сегодня необходимый диагностический минимум для постановки диагноза. Всероссийская диспансеризация в этом году должна затронуть 62 миллиона граждан. Это почти в 3 раза больше, чем в прошлом году. А в рамках сегодняшних профилактических осмотров провериться смогли более 200 человек. Тамара Хашагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24.